Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину, которого нет рядом. И мы с вами посмотрим, что он хочет вам сказать, что хочет передать. Загадайте, пожалуйста, на мужчину. Обратитесь к нему мысленно, либо вслух. Задайте ему вопрос. Мой милый, дорогой, что хочешь мне сказать, что хочешь передать? Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, какой несчастный, ой, какой страдатель. Ой, девочки, мужчина без вас, но вот сейчас такую вещь скажу, но только не смейтесь. Как будто бы он плачет каждый день с утра до ночи. Слезы могут быть как физические, да, ну действительно сидит и плачет. А у кого-то отыграется, что душа плачет, сердце плачет. Настолько сильно он по вам скучает, настолько сильно ему вас не хватает, что аж хоть пору на стену лезть, да. Накрывает вот какими-то мыслями, какими-то ощущениями нездорового характера. Такое впечатление, что мужчина только сейчас понял, либо только сейчас до него дошло, какую важную роль вы играли в его жизни, либо кем на самом деле вы были в его жизни. Когда вы были рядом, он как-то не придавал этому особого значения, как-то не сильно не знаю, ценил, не сильно вас благодарил за то, что вы с ним. Но когда случилась разлука, мужчину прям придавили эмоции, он их не вывозит, он с ними не справляется, и ему сейчас очень тяжело, прям очень-очень тяжело. У кого-то отыграется, что есть другая рядом женщина, но она, извините, вам в подметке не годится. И он так на нее смотрит и думает: фу, вот как я мог променять ту святую, прекрасную, идеальную женщину на вот это? Фу-фу-фу, какой я глупый. Ну, у кого-то отыграется, что он работает, да, он просто уехал куда-то работать, и да, там тоже есть женщины, но они ему все какие-то прям пресные, неинтересные, безликие, вообще никак не интересуются. Никак. Он, кстати, очень грустный стал в последнее время. Знаете, какая информация идет? Что этот мужчина, он такой вот из серии рубаха-парень. Да, там шуточки туда-сюда, с красное словцо у него там везде заготовлено. Ну, умел вот он с людьми поговорить и договориться, и произвести впечатление не только на мужчин, но и на женщин. Вот было за ним такое. А сейчас как будто бы старичок, да, совершенно другой человек, как старичок. Все время там жалуется на жизнь, что ему тяжело, что ему скучно, грустно, что по вам скучает. Вообще не хочет нигде участвовать, ни с кем не хочет ни общаться, ни видеться. Живет какой-то очень спартанской, обособленной жизнью. Да. Работы, кстати, у него много. Либо это его работа, вот тяжелая работа, ее много. Либо это какая-то ответственность, которую он на себя берет. Тоже много и тяжелая. Общая отсыпка, я, к сожалению, не могу вам конкретно сказать, где он и чем занят. Но я думаю, вы сами знаете, да, где и чем занят. У кого-то еще опасность есть в том месте, где он находится. Причем опасность постоянная. А вот он ее не замечает. Он не замечает. Он прям какой-то толстокожий, холоднокровный стал. Вот что его действительно истинно ранит, это то, что он от вас уехал. Либо вас с собой не взял, либо не остался с вами, да, там разные варианты могли быть. И вот он такой:
какой я глупый, ой, какой я глупый, я сам себе все эти проблемы создал. Ну вот ругает тебя постоянно. Так, что же до него дошло? Во-первых, он оценил все ваши слова. Какие-то вы ему слова давали, говорили, да, наставления какие-то давали. В чем-то его просвещали, в чем-то наставляли. Он не хотел это слушать. Он относился к этому, ну так, знаете, поверхностно. Ну что ты там, ну говоришь, говори, да. Я это все равно буду делать так, как мне хочется, либо как я считаю правильно. И вот только в разлуке он понял, что все ваши слова на вес золота. Вот если бы он вас слушал, то жизнь его не была бы такой тяжелой, грустной и одинокой. И еще он понял, что вы невероятная красавица. Красота ваша не только внешняя, но и внутренняя. Что у вас душа невероятно красивая, что сердце невероятно доброе, что мысли невероятно светлые и позитивные. И это касается не только вот, что я думаю, но и то, что я знаю, то, что я транслирую миру. Вообще не хватает ваших подсказок, не хватает ваших советов. Еще как-то вы его мотивировать умели очень хорошо. Прям грусть, тоска мужчину обуяла. Так, еще вижу разочарование в каких-то мужиках. В друзьях, наверное. Друзья, либо работодатели, либо, может быть, даже родственники. В ком-то он очень сильно разочаровался. Раньше он этим людям очень верил. Возможно, эти люди были как-то против вас настроены. Либо его настраивали против вас. А теперь он в них очень сильно разочаровался. Потому что чем дальше он от вас, тем сильнее ему хочется обратно к вам. Тем сильнее его чувства к вам, тем сильнее его жажда вас. Да, он прям жаждет вас, девочки, жаждет. Так, еще по поводу этого мужчины. Ну, разлука ему пойдет однозначно на пользу. Он еще, может быть, этого не понял, но так оно и отыграется, на пользу пойдет. Он станет более вменяемым, он станет более ласковым, более заботливым и любящим. То есть разлука все-таки его учит. Сейчас он там нахлебается этого одиночества. И потом приедет совершенно другим человеком. Он обязательно приедет. У него уже и все мысли о дороге. И, кстати, о букве А, о новом начале с вами. Понимает все свои ошибки, понимает все свои промахи, понимает все свои неправильные действия по отношению к вам. Говорит, исправить это уже и сложно, и невозможно. Да? Поэтому буду предлагать обнулиться и начать с чистого листа. Буква А рисует. Новое начало с вами хочет. С этим он к вам придет. А вы знаете, что мысли о вас его очень часто спасают, либо выручают? Ну, допустим, да, вы общались, с чем-то с ним делились, мнение свое высказывали. Казалось, что он вас не слушает, но на самом деле он вас слушал. Он все это запомнил. И теперь в самые сложные моменты он вспоминает все ваши слова, все ваши мотивы, все ваши подсказочки, все ваши суждения. И это действительно ему здоровски помогает. И, девчонки, для кого-то идет информация, что этот мужчина отрицал любовь, либо сопротивлялся любви, либо он думал так, что рано мне тут влюбляться, типа любовь это для дураков, а я типа умный, вот понимаю, что я влюбляюсь, я от нее подальше уеду, ну и как там говорят, да, с глаз долой и сердца вон, да, типа я быстро ее забуду. Но получился совершенно обратный результат, да, он уехал, но вместо того, чтобы вас забыть, он просто на вас зациклился. Возможно, у него есть ваша фоточка, и он ее уже просто засмотрел до дыр, эту фоточку. Прям насытиться не может, глаза такие жадные до вашего образа. Да, сам себя как будто бы хотел обмануть, но ничего из этого хорошего не вышло. Сейчас ему очень жаль, что так получилось. И опять же, он винит только себя. Ну и частично немножко вас винит. Винит вас он, знаете, в чем? В том, что вы слишком хороши, что вы невероятно хороши, что вы свели его с ума, что вы его покорили, что вы его в себя влюбили. А вот он, бедненький, теперь, видите, должен страдать. Девочки, у кого произошла неприятная история, мужчина уехал к другой женщине, и вы это точно знаете, то это к лучшему. Смотрите, он уехал к ней,
да, чтобы с ней навсегда проститься. Вот именно уехав, он все понял, кто вы, а кто она. Кто для него самая важная, главная женщина в жизни и с кем он хочет быть. Вот он 100% к вам вернется. Он ту женщину, с ней простится, да, расстанется, и к вам он по-любому вернется. Смотрите, видите эту птичку красивую? Это ваш образ, невероятная, прекрасная райская птичка. Он только сейчас это начал понимать, как ему повезло. Повезло, что он вообще в принципе познакомился с такой уникальной женщиной, как вы. Повезло, что такая уникальная женщина, как вы, обратила на него внимание. Вы как хотите, но здесь все знаки указывают на то, что эта разлука пойдет на благо и вам, и ему, и вашим будущим отношениям. Встреча у вас по-любому с ним будет. Причем, понятно, что вы все разные, но встреча будет по-любому и гораздо быстрее, чем вы, например, могли бы об этом подумать. В какие-то более сжатые либо короткие сроки произойдет. Девчонки, просыпается в нем любовь. Причем любовь настоящая, сильная и мощная. Мозги у него на место становятся. Он становится мужчиной именно вдалеке от вас. Так что эта разлука, она большим благом для вас обоих обернется. Поэтому дождитесь, он обязательно вернется. И все у вас будет хорошо, все у вас будет прекрасно. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.